Что здесь написано? У меня все не вместе, поэтому я буду писать по строке. Что там написано? Сережа, я вижу, вы улыбаетесь, наверное, все знаете. Думаете? А где бодхичитта и где наилучшее? Чок. Это высшее, наилучшее. Так. Чанчут, Сэм. Угу. Как бодхичитта. Ну, в одном переводе было как зарождение помысла, пробуждение. Смотрите, есть разница между и Чанчуксем? Разные вещи. А всегда переводит СМК, сразу переводит все бодхичитта. На самом деле не совсем так. Если переводить правильно, то получается, что сэм – это чанчуксем, это и есть бодхичитта. То есть здесь это слово состоит, соответственно, из двух слов. Чанчук, что значит бодхи, и сэм, что значит ум. Имеется в виду устремление. Здесь надо переводить не просто как ум, а сэм в данном случае это устремление. То есть бодхичитта – это устремление к пробуждению, и в скобках мы можем от себя добавить к полному пробуждению на благо всех живых существ. Вот это вот бодхичитта. Когда мы пишем сэмке, это значит чанчук сэм кепа. Это зарождение бодхичитты, то есть зарождение такого настроя к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ. И здесь говорится чанчук сэм чок римпоче, то есть драгоценная наивысшая бодхичитта, то есть чанчук сэм чок, то есть наивысший. Драгоценная наивысшая бодхичитта римпоче, то есть которая драгоценная еще. А римпоче у нас тоже делится на два слова. Это римпо и че. Римпо это значит цена, ценность, а че это великое. То есть римпо это ценный. Что тут, вот так вот если было, смотрите, если о убрать, римпа это ценность, цена, а римпо это вот ценный. Написали, да? То есть здесь, когда мы в этом четверостишье, когда мы произносим слова, мы говорим чанчуп сэмчок римпоче. То есть драгоценная наивысшая бодхичитта. А почему наивысшая бодхичитта? Бывает наинизшая, бывает какая-то другая бодхичитта? Мы с вами говорили об этом? Нет, мы говорили с вами об этом, просто я уже не уверен, с кем мы об этом говорили, а с кем мы об этом не говорили. Потому что у нас состав подвержен флуктуациям, поэтому я даже не могу сказать, что я вам говорил. Так вот, сколько у нас бывает пробуждений? Чанчук, это бодхи, сколько у нас бодхи бывает? Бодхи у нас бывает трех видов. Это бодхи шраваков, бодхи прадикабут и бодхи бодисаттв, то есть состояние Будды. Здесь говорится, что чанчук сэм чок римпоче, то есть наивысшее бодхичитта, наивысшее устремление, то есть устремление к достижению полного пробуждения на благо всех живых существ. То есть устремление не к достижению бодхи шраваков, не прадикабут, а к бодхи бодисаттв, то есть к состоянию Будды. И вот здесь говорится чанчук сэм чок римпоче. Пойдемте дальше. Написали? Привет, Сереж. Кстати, с праздничком тебя. Взаимно. Сегодня же знаешь, да? Будда спустился с небес. Именно сегодня? Да, это своего рода, ну это не совсем воскресенье, но где-то похоже. То есть воскресенье Господне, когда Он воскрес после смерти, а здесь Он уходил на небеса Трайн Тришатька, 33 божеств, и спустился потом. Будем выпивать? Давай. Вот такое дело. Можем учить немного. Что здесь написано?
Да, вот здесь, смотрите, ма это отрицательная частица у нас, соответственно. А ке это какая форма глагола? Мы с вами писали ее, не помните? Прошедшая, да. То есть вот это вот, смотрите, это один и тот же глагол, но в разных формах. Маке это, соответственно, не родившееся. Макепа нам. Нам это множественное число. А как у нас там в тексте? А не откроете? Есть у вас? Сверимся. Ой, спасибо. Ну да, я правильно написал. А вот здесь у вас кепа ням не боям. Это правильно, а вот здесь вот кегертик, наверное, все-таки не совсем правильно. Потому что если это прошедшее время, то будущее здесь не получится. То есть макепа нам. Макепа это те, у кого она не появилась. У не появившихся, то есть там у тех, у кого она не появилась, макепа, поэтому здесь стоит множественное число. Не все это. Очень часто почему-то вот это нам все переводят как все. Это не все, это множественное число все на все. То есть макепа нам, у незародившихся, то есть у тех, у кого она не зародилась, ке это настоящая будущая форма. Ке гюр, а чик что такое? Пусть. Правильно написано здесь? После чего у нас чик пишется? Гада, ба, дам, да, даджак, гада, ба, даджак. Ну, правильно, давайте писать. Без окончания. Без окончания уверены? Нет, в конце нет, нет. это нет. Даже И где у нас здесь? Где у нас хотя бы одно из того, что вы перечислили? Может быть, даджак был раньше, просто сменили. Вот, скорее всего, здесь был даджак. Вот так вот он был. И поэтому чик пишется. Иначе у нас что должно было писаться здесь? Щик. Щик должен был. Какой щик должен был писаться? Низкий тон или высокий тон? Низкий. Низкий, слава богу. Вот так должно было быть. Но так не бывает. И здесь я вот не знаю, что это. Потому что вообще чик очень часто вставляется, даже если он не подходит по окончанию, чик вставляется как показатель пожелания. Пусть. Даже если должно писаться чик или, щик или щик, все равно пишется чик. Очень часто так бывает. Написали? То есть магия панам кигачик. То есть пусть драгоценная высшая бодхичитта зародится в тех, в ком еще не зародилась. Макепанам, то есть в тех, в ком не зародилась, зародится. Видите, вот здесь кегерчик, пусть зародится. Гюр в данном случае не играет самостоятельной роли, это вспомогательный глагол. Это становиться, быть, изменяться, превращаться и так далее. Много значений. Вот здесь вот кегерчик, пусть зародится. Написали, да? А кто-нибудь из вас ходил на лекции по Бодхисаттва-чаре аватаре? Какие-нибудь? Сколько Бодхисаттва-чаре аватаре у нас глав? 9. 9 или 10? 10. Так 9 или 10? Включая посвящение заслуг 10. Отлично. Вот эти вот четверостишие, а здесь у нас их получится, ну, что-то Чанчу Сенчу Ринпоче, Чанчу Сенчу Ринпоче, Макеванам Кекерчик это раз, Кеваням Меваям это 2, и Гонегону Певачок это 3 будет. И вот говорится, что это четверостишее, оно описывает в принципе структуру всей Бодхисаттва-чари аватара. Я не знаю, это у Патрул Рыбачи, как он объяснял это?
Ну, должен был, это от него идет традиция такая объяснять, не от этого, а от предыдущего патрула. Только непонятно, если первая из 3 частей предполагает зарождение Бодхичитты, вторая предполагает ее поддержание, а третья ее усиление, Да. то первая, ну, например, первая глава можно выделить как восхваление Бодхичитты. Нет, там нет никакого воспаления. Там, ну, то есть Она ж так в названии главы нет, в том-то и дело. В названии главы там говорится пенье. То есть там описывается польза. Если не ошибаюсь, он называется пенье, там описывается польза от зарождения Бодхичитты. То есть в первых 3 главах теоретически говорится, то есть восхваляется и описывается ее польза и качество для того, чтобы те, кто желает зародить, то есть те, кто практикует, желал зародить ее. Кеванямба, мепа, ям. Поэтому она относится к зарождению. К зарождению. Следующие 3, соответственно, к поддержанию, и следующие 3 это к увеличению. И вот здесь смотрите, кева нямба, мепа. Кева, то есть это у кого она зародилась. То есть помните, у нас это была форма прошедшего глагола прошедшего времени. И вот это вот кепа, это кепанам. Вот помните, у нас было кепанам. Вот это кепанам, оно переместилось сюда. То есть это те, у кого она зародилась. И дальше нямба это нарушаться, то есть нарушать, ослабляться, деградировать и так далее. То есть у кого она была нарушена или ослабла, или деградировала, то что? Кепа, нямба, мепа. Без. Те, у кого она без ослабления или деградации, или нарушения. И дальше здесь вот кепа, нямба, мепа, ям. У меня стоит ям. То есть я вот заучил как ям. Но здесь бывают разные. Дам бывает. Да, кепа, дам бывает, ям бывает. Это вот случается с текстами, потому что очень часто их, как я, вот сейчас пишут наизусть. Когда пишешь наизусть, там что-то может слегка поменяться. Иногда из-за этого смысл сильно меняется, потому что люди вставляют, что им кажется было бы правильно. То есть это вот вторая стадия. Сперва пусть она зародится у тех, у кого она зародилась, у тех, у кого она зародилась, няба мебая. Пусть она не ослабнет, пусть этот настрой, это стремление не ослаблет. А также что? Мепа, ям. То есть ям здесь можно перевести даже, я думаю. Кепа, нямба, мепа, ям. Или так же. То есть от смысла. Либо так, либо этак. И здесь вот последняя строка. Гон как переводится? Высокий или вверх? Гон и гонду, то есть не что у нас значит? От верха к верху. От, да, все выше и выше, все больше и больше. Гонне, гонду, то есть от верха вверх, и вот ду у нас значит вот. Гон и гонду. От первого как переводится? Увеличиваться, да. То есть первый это глагол. Есть 2 класса тибетских глаголов. Есть чипапочина джева, чипапочина маджева. То есть глаголы, в которых присутствует некий деятель, и глаголы, в которых этот деятель не присутствует. То есть либо связанные с деятелем, либо не связанные с деятелем. Это глагол не связанный с деятелем. То есть пусть она сама по себе увеличится. Первое это увеличиваться, возрастать, распространяться и так далее. То есть пусть она сама по себе. Первое щок написано. Щок вот эта частица, которая у нас используется в пожеланиях, молитвах, устремлениях и так далее. Щок. Первый щок. А вот это что такое? Где? Бар? Там бар написано? Не. Бар? Да. А, Пельвар. Написано Что? бар, читается бар. тоже что-то. Что-то что? Что-то что? Тоже это мы с вами проходили, ну не знаю, с кем-то проходили. Вот Сережа с вами, по-моему, проходили. Сережа, мы с вами, по-моему, вообще все проходили. Я ничего не помню. Просто. Ну это плохо. Как у нас будет глагольная форма? Вот так вот будет? Пельва. У нее есть свое значение. Вот это раз, зачем она? Наличие нас.
Она образует наречие. Здесь наречие. Пельвар это будет наречие. На какие вопросы у нас отвечает наречие? Как и что? Пельвар это как? Как это будет? Как пельвар? Это соединение у нас. Я говорил, что если у нас становится вот это вот ра, она связывает у нас либо глаголы, либо образует наречие. И в данном случае здесь вот видите, вот это щок. Связывать глаголы. Да, то есть вот она здесь Да. связующая, то есть она связует вот эту частицу щок вместе с глаголом. Пельвар щок. Не пельва щок, а пельвар щок. Ну, по идее, могло быть вообще без щека. Пель и все. Правильно? Может Если бы быть, размер да. не нужен был бы. Если не, ну, обычно вставляют все-таки щек для того, чтобы сразу было понятно. М. Тогда это сразу понятно, что это какая-то молитва или устремление и так далее. Да. Все? Стираем. Ну вот домашку мы с вами разобрали, и давайте перейдем к тексту. И есть надежда, что мы сегодня закончим текст, потому что он очень простой. Мы с вами по большому счету грамматику закончили. И мы переходим, ну это тоже в принципе часть грамматики, но мы переходим с вами к пунктуации. То есть мы просто переходим к пунктуации, и в конце там есть несколько строк, так называемый колофон, то есть который автор пишет для себя. Фантастика. Что это вообще? Я планшет куда-то положил. Ты не доставал? Да, доставал. Нет, не доставал? А может не доставал? Слушай, да, не доставал. Здесь строчки тоже там, строчки. Там есть. Ну давайте делить. Вот это что это у нас? Что это у нас? Как это думаете, это будет у нас глагол или глагол? Существительный или глагол? Существительное. Наверное, существительное. Хотя может быть и глагол или отглагольное существительное, но в данном случае должно быть существительное. Что там говорит Манман? Он что-то говорит там Манман? Свободный. Слабый. Ну, это отлично, это есть такие значения, да.
И как это применимо у нас к грамматическому тексту? Думаю, не будет свободно и расслабленно. Свободный и расслабленно. А дэн что значит дэн? Верно. А разве там только цель написана? Это одно из значений цель. Я помню, вы уже по-моему говорили вам, видимо, хорошо запомнил, что это цель. Смысл? Смысл. Да, отношения. Смысл значения. И что это значит? Расслабленный смысл? Такие волюнтаристы сидят, расслабленный смысл. Так что это у нас? А у вас, вот написано у вас, есть такое слово английское prose, что соответствует русскому проза. Да. Да. Это прозаический текст. Шупа, то есть у нас какой бывает текст? Да, то есть бывает поэтический какой-то. Да, а это шупа, это значит прозаический, то есть который не подчиняется какому-то размеру или какому-то специальному поэтическому ритму. И что здесь у нас? Шупе ден мам. Как это переведется? Ден смысл, мам. Много. А минцам? Минцам мы проходили с вами? По-моему, проходили. По крайней мере, мин и цам мы проходили. Мин имя. Так, отлично. Промежуток. Промежуток это одно из значений, а другое? Граница. Вот здесь вот минцам это граница. А еще какое значение у цам? Миллион. Ну, еще одно из таких. На самом деле это просто много синонимов. Значений там очень мало. Цам это граница может быть, цам это может быть промежуток, цам это может быть ретрит. И цампа, вот это они и есть, те, кто сидят в границе какой-то. Получается, минцам. Дан. То есть он сейчас перечисляет условия, когда мы ставим, вот это вот как у нас называется? Ще. Когда мы ставим ще. Сколько у нас ще бывает? Бывает одно, бывает два, бывает 4, а бывает много. Но обычно, как правило, ставят одно ще, 2 или 4. И сейчас он говорит, естественно, он начинает с малого, и он говорит, когда мы ставим одну ще. Мы ставим, когда тупе денмам минцам дам. Когда одна ще ставится на границе имени, множество перечисления какого-то, вот здесь вот нет перечисления слова, но здесь имеется в виду, когда разделяется множество каких-то прозаических смыслов. Имеется в виду, когда мы делим какой-то прозаический текст на какие-то смысловые отрезки. То есть сейчас она работает как запятая. То есть он сейчас объясняет тот момент, когда она работает как запятая. И здесь зачем он пишет минцам? На границе слова. То есть если у нас вот это что это такое? Что ни у кого даже нерв на лице не дернулся. Это слово, которое мы с вами проходили совсем недавно в примерах. Итак, что такое у нас хинтик? Давайте посмотрим. Лучше запомнится. Чем больше мы смотрим эти слова, тем больше они у нас запоминаются. В конечном итоге, когда-нибудь мы все это запомним. Вместе. Вместе.
Теперь смотрите, хенчик. Где у нас граница слова? Естественно, вот она. Вот оно, слово закончилось. А если мы поставим вот сюда, это будет неправильно. Поэтому он говорит минцам. То есть на границе слова, так, чтобы мы не разделяли наши члены предложения, которые мы перечисляем, чтобы они не разделялись где-то где ни попадя посередине. И дальше вот давайте сейчас мы напишем пару примеров попроще. Я стираю, хорошо? То есть здесь он говорит, смотрите, фупеден, то есть это относится только к прозаическому тексту, то есть прозе, то есть к нерифмованному, не стихотворному тексту, который поделен на четверостишие. Хорошо? Ну, поедем. Поедем дальше. Какие у нас вот здесь будут? Сейчас мы напишем какие-нибудь примеры, их можно взять кучу. Давайте здесь такой длинный пример, ну пускай будет длинный. И заодно переведите сразу. Это название текстов, не буду вас мучить, иначе это долго будем переводить. Долго будем переводить, поэтому я чуть-чуть вам помогу. Вот это вот слово отдельно, вот так, смотрите, 3 слога. Вот это переведите, а остальные я сам переведу. Это перечисление грамматических текстов. И как у нас называется первый? Что это значит? Поче сама топ. А как переводится? Да, самоток это шкатулка. А как выглядят эти шкатулки? Кто не знает? Вообще это мне не очень понятная вещь. Я так понимаю, что они деланы из дерева и из лака, и очень часто их рисуют вот так вот. За какой-нибудь фигурой какого-нибудь учителя рисуется вот такая. Затиши, например, такую рисует. Рисуется такая не очень вразумительная штука. Вот такая вот обычно. То есть она как-то открывалась, и в нее, как было написано в одной книге, в ней хранили все-все-все. То есть в ней могли хранить, это не столько шкатулка была, а сколько была в нем просто какая-то, я не знаю, ну типа шкатулки какая-то такая вот емкость, в которой хранили, могли реликвии хранить какие-то, могли хранить какие-то свои собственные записки и так далее. Вот это называется самоток, рембучи самоток. Дальше маги дума, это тоже есть такой текст, скорее даже словарь, я бы сказал. То есть маги дума, то есть маг это у нас что?
речь. А джума – светильник. То есть светильник речи. И лещи это у нас типа, такое есть растение, типа гвоздики. А гуркан, ну вот, как иногда переводят, если не ошибаюсь, какой-то гвоздичный замок, как-то так его переводят. Ну, гуркан это просто вот такой дом или шатер. Написали? И теперь смотрите, что здесь написано? Суджа не может такого слова быть. Объяснял. Честное слово объяснял. Вот это что за сокращение? Вот так сокращается. Вот так сокращается. Что это? 2 раза объяснял. Вот точно помню, 2 раза объяснял. Специально объясняю. Это сокращение вот этих 2 букв. Видите, у меня здесь не вмещалось. Но я 3-й раз объясняю. И 3-й раз это у нас на видеозаписи. Я надеюсь, что кто-то когда-нибудь что-то запомнит. То есть вот это вот, когда не помещается, так это сокращает Г и С. Во многих случаях так сокращает. Получается сок и что-то. И вот видите, здесь у нас римпоче самоток. Дан. Дан у нас значит что? И. Ну вот в русском можно было и не ставить и. Просто мы везде вот здесь поставили такую жирную запятую. Здесь вот еще одна такая жирная запятая. И здесь у нас запятую же не нужно. И соколи и так далее. То есть вот в данном случае при перечислении, и видите, смотрите, то есть у него все стоит после дан, здесь понятно, можно было бы дан и убрать, без дан все написать, но главное, чтобы мы не поставили где-нибудь вот так. Потому что смысл будет совершенно другой. Римпоче сама, посмотрите, что значит. Тоже мы писали, но все равно посмотрите. Что с пищей связано? Еда. У нас получается драгоценная еда. Запятая. А как переводится ток? Это лучше, по-моему. Нет. Вершина. Получается драгоценная еда. Вершина. И так далее. То есть, если здесь поставить, например, Наги Джум будет тоже светильник, а потом мать. И так, ну, то есть у нас получилась бы совершенно какая-то белиберда. И чтобы вот этого не произошло, он и пишет минцам. То есть надо ставить эти палки где? На границе слов. То есть это вот первый случай, когда мы ставим по одной палочке. Теперь второй случай, когда мы ставим по 2 палочки. По 2 палочки все так же у нас может быть передано с запятой. Здесь он говорит, смотрите. Я не буду писать здесь примеры, замучаемся. То есть что он пишет? Дин что значит у нас? Здесь вот дин надо переводить не как смысл, а какой-то, ну можно перевести и как смысл, но можно перевести и как смысловой какой-то отрезок. Дин как у нас переводится? Середина. Середина, средний еще может быть. И то есть дин, тин, че. Че что значит? Мы с вами переводили этот глагол, даже расписывали его по временам. Ну, с кем-то. С Сережей точно. И с Сашей тоже. С Сашей, с Сережей точно они это все проходили. 100%. Где? Саша, Сережа, для вас изучение тибетского языка должно быть огромным удовольствием, потому что для вас каждый раз это вновь. Разделение. Да, это каждый раз что-то новое. Даже если это старое, это все равно для вас новое. Как происходит? Разделять.
Отделять это. Но разделять есть и такое значение, есть другое значение. Отделять. Здесь вот просто по смыслу лучше подходит отделять. Отделять что? Смысл. Какой? Средний. Средней величины. То есть там мы начали с самого малого. То есть когда у нас есть какие-то перечисления, они через запятую пишутся. Здесь он говорит о другом же. Он говорит, что когда мы отделяем что? Отрезок средний по размеру, то есть средней величины смысловой отрезок. А также, да, ну видите, у нас стоит. А также что? Нюм что значит? Давайте посмотрим, что он значит. Нюм. Малый. Что малый? Ну, величины. Смысловой отрезок малой величины. Что он? Завершен. Завершен. То есть, когда мы отделяем, то есть, например, мы отделяем какой-то абзац, например, в тексте, или когда малый смысл какой-то полностью завершен. Это два случая. Теперь третий. Третий случай, когда мы ставим две «щ» уже. Вот сейчас он говорит про две «щ». Ой, две, одну. Одну. Я очень непонятно пишу последнюю строку. Надеюсь, вы сможете прочесть. То есть это все еще раздел одной палочки. Дондин чедер, то есть когда она отделяет какой-то средний по размеру смысловой отрезок, когда завершен малый какой-то. Ну это надо смотреть просто по примерам в текстах. И смотрите, цикче это что такое? Строфа. Да, это поэтический текст, строфа. А что дальше написано? Давайте вычленим. Смотрите, цикче, ну понятно, это не надо искать как цик и че. Хотя можно и так тоже искать. Дальше га это что? Это отдельное нечто. Тар отдельное. Чикше отдельно. И вот это смысловой глагол. Как переведется? Попробуйте сами. Гаттар, что это значит? После. Нет. Здесь смотрите. Цикдже гаттар. То есть, ну да, имеется в виду после га, но имеется в виду, смотрите, цикдже гаттар. Заканчивается на... Да, когда стихотворная строфа заканчивается на что? То есть, смотрите, он пишет не ка, а га. Почему? Помните, я объяснял это на одном из первых занятий? То есть, вот смотрите, вот если вот у нас вот стихотворение закончилось, мы ставим не вот так вот три, а ставим одну палочку. Вот так получается. Вот он о чем говорит. Гатар. Чикше что такое? Один. Да, но обычно у нас чик пишется вот так, вот так вот. Ну, это вот одно из возможных написаний. Чик. Видите, с придыханием. Чикше. И дальше идет ча. Ча что значит? Используется. Ставить здесь значит. Но вообще это глагол делать. Какая форма? Да вы уже 100 раз должны были наизусть выучить. Мы его используем все время. Это у нас, наверное, будущее. Это у нас один из самых, наверное, используемых глаголов. Давно бы уже заучили бы, и было бы всем проще
В первую очередь вам. Ого-го. Ничего себе. Шелков на многие тысячи рублей там лежит. Ну что же, написали? С этим понятно? То есть вот это все было правило, смотрите, чикше-ча. То есть давайте повторим, если у нас идет перечисление, ставим после на границе имен, то есть после перечисления какого-то имени, если средний смысл мы отделяем, то есть какой-то абзац, например, если у нас какой-то смысл малый завершен, то есть малый смысловой отрезок, и если у нас стихотворение, стихотворная строка заканчивается на «га». А если у нас она не заканчивается на «га», всегда ли мы ставим по 2 «щ»? Всегда. То есть вот этот, он говорит, здесь одну надо ставить. В остальных всех случаях ставится 2. Всегда 2. Поэтому очень часто сейчас, когда редактируют тексты, особенно которые набирают иностранцы и не знающие тибетцы, они везде ставят по 1 «щ». Они просто не понимают, что так не должно быть. Что есть грамматическое правило. Вот в России это не то, чтобы все так делают, но 99%. Конечно, это ничего не изменит. Но все же было бы лучше, если бы мы сделали это как написано. Ой, боже мой, в тексте грамотно. Что, поехали дальше? Бим, можно вопрос? Например, такие случаи, когда заканчивается предложение на дан или ян, это же подразумевает наличие продолжения по смыслу. Ну, естественно. Но вот, например, в нашем примере там 2 «щ» стоит после ян. Это... Так у нас пример сейчас был какой? Стихотворный или не поэтический, стихотворный? да, стихотворный. Ну, боже ж мой, мы пишем этот стихотворный поэтический текст уже год целый. И мы ставим весь Да, год по 2 «щ». По 2 «щ» мы целый год ставим. Каждый. В каждом удобном случае. Вот теперь мы переходим к 2. Это 100%. И что у нас здесь получается? Давайте переводить построчно. Дзокцик. Что такое дзокцик? Это гомодоно, гомо, сото. О, вы когда-то еще что-то учили. Видимо, заучили эту часть наизусть. Это еще, да. Дзокцик, то есть это те частицы, помните, кто еще помнит эти частицы? Частицы обычно, которые у нас указывают на завершение какого-то смысла. Помните, мы говорили об этом, были у нас такие. Дзокцик, они еще назывались как? Да, лю. И? Чик. Ну ладно, дзокцик нам хватит. Чем что обозначает? Вот это вот вместе должно быть. Ларду. Ларду, да. Это должно быть вместе. Что у нас обозначает? Татень. Мы чен недавно с вами переводили. Чен у нас что значит? Обладающий чем? На конце Окончанием. Окончанием каким? дзокцик. То есть то предложение или то, здесь вот не предложение, а хупа написано. Хупа это на что? Это самое проза. Проза. То есть тот прозаический текст, в конце которого стоит что? Дзокцик. Дзокцик. То есть, видите, дзокцик таджин хупадан. То есть здесь, вот смотрите, у нас сперва стоит что? О, не сперва, а вот это что это у нас? Это определяемое. То есть то, к чему ставится определение. Определяем у нас хупа. Прозаический текст. Некий прозаический текст. И дальше вот это идет определение. Какое? Таджин. Которое обладает концом. У которого окончание, если говорить по-русски. У которого окончание какое? Дзокцик. То есть вот это дзокцик, таджин, хупадан. То есть вот это вот все хупа. У тибетского языка, в тибетском языке определение стоит перед
определяемое слово. Практически всегда. Есть отдельные случаи, когда происходит наоборот. Но практически всегда все, что, если вы видите вот здесь вот дам, то есть идет перечисление, то то, что стоит до, скорее всего, ну не всегда, конечно, естественно, но очень часто относится к тому, что перед чем стоит. То есть в этом случае, то есть что это значит? Если у нас есть какой-то отрезок текста прозаический, то есть он обязательно оговаривается, он говорит это, то есть он упоминает, что он специально говорит о том, что это хупа, то есть это проза, где стоит какой-то дзобцик, а также когда здесь ставятся у нас две строчки, две палочки. И здесь должно быть легко, если вы прочитаете текст. Здесь все слова практически известны. Или об их смысле можно догадаться. Цикджи это что это у нас? Что это у нас цикджи? Да. Тара значит что? В конце, а вот это чего? Нет. Вот здесь просто надо сразу понять, цикджи и кам это должно как-то быть связано. Цикджи, если это у нас стихотворная строка. Какая-то сущностная, Нет. средность. Ну как же, там нет что ли такого? Не может быть. Просто не может быть такого. Можете посмотреть, камба, там на конце может быть па. Ну, в принципе, ничего не меняет. Здесь вот у меня в словаре, но у меня другой словарь, написано line of verse. Line of verse, что это будет? Ну, Стихотворная строчка, да. Цикджи в данном случае имеется в виду вообще весь поэтический текст, в общем. Цикджи кам это будет стихотворная строка. Тар в конце стихотворной строки, то есть это то уже, о чем мы с вами говорили. И что написано дальше? Ставится ща. Два ща. Двойная еще. Двойная еще. Вот это вот нище, видите, это тоже, вот это числительное вот так должно писаться. Мгм. То есть, ну это не я такая, боже мой. Вот так оно должно писаться. Я написал, но очень красиво. Вот так оно не должно писаться. У него вот этот га отпало куда-то, получается нище. Нище значит, соответственно, двойное ще. И топ, что это такое? Ставить. Какая форма глагола? Настоящее. Настоящая, то есть ставится, что делает. Написали? Стираем. Да что ж такое? Без
Написали, да? Пойдемте дальше. То есть, то, когда ставится двойное щ, вам понятно. Пойдемте посмотрим, что у нас дальше будет. О чем он сейчас будет говорить, как думаете? То есть он уже обговорил одну щ, две, 4 теперь. Что у нас получается? Смотрите. Напишите и попробуем перевести. Это что это такое? Часть, раздел скорее. В данном случае это лучше будет переведено как раздел. Там должно быть division такое слово. Есть такое слово division? Кроме того, что это part, это еще должно быть как division. Один. Отчемо. Большой. Ты что? Допа. Завершение. То есть, когда у нас завершается или завершен что? Большой смысловой раздел какой-то. Это раз. Во-вторых, лю, что это такое? Лю. Уверены? Когда у нас закончен большой смысловой раздел, и тело убитого уже находится на месте преступления, это называется детектив. Осталось найти слово детектив. То есть вот это слово нам знакомо? Голова. Вот. Сам это что такое? Граница чего? Головы. Главы. Со это у нас здесь понятно, что это. На границе чего? Главы. Что это такое? 4 щ. 4 щ что? Но это мы проходили уже 2 миллиона раз. Или 4 даже миллиона раз. Нужно. Учиться вам нужно, Сережа. Хищеку. То есть, когда мы отделяем, ну мы не будем приводить это в тексте уже, когда увидите, будет понятно, потому что мы сейчас не будем писать. Я не смогу написать Донцин Тимо большое число, чтобы его разделить, но в любой текст заглядывайте, там сразу увидите. Это мы сейчас говорим о чем? Мы говорим о поэтическом тексте или о простом тексте? Скорее всего, о любом. То есть, если даже это просто стихотворение, будет 2 строчки, а потом 2 палочки, а потом еще 2. И даже если это простой прозаический текст, будет 2 палочки, а потом еще 2. Все, мы с орфографией, с пунктуацией практически разобрались. Там есть отдельные случаи, но мы про них говорить не будем. То есть, помните, я вам говорил, есть такая ремчем кунче, то есть, когда
отделяется один слог, перенесенный на новую строку. Мы об этом говорить не будем. Все? Стираем? Как только вы допишете эту часть, я поздравляю вас, потому что на этом наш урок сегодня будет закончен, и мы закончили весь текст, то есть всю его смысловую часть. Остается там маленький колофончик, который мы закончим на следующем занятии, и мы с этим текстом завершаем. Дописывайте и сразу смотрите, какие здесь непонятные у вас есть места, мы сейчас разберем и все. Что здесь непонятно? Есть что-то непонятное? Вот это что это такое? Да, НАИК. ИК это сокращение. Что-то я сегодня как-то совсем непонятно пишу. ЕГЭ, вот это вот сокращение от ЕГЭ. Есть такая тема у тебя, убирают, то есть объединяет две части двух слогов в один слог, и получается из ЕГЭ получается ИК. НАИК, то есть это буква МА. Моток что значит? Кроме буквы МА. А ЕКЩЕ что значит? Это не одно слово, надо делить. ЕК вы уже перевели здесь, ЩЕ вы знаете, БАР вы знаете. Что это значит? Между буквой и щ. Да, между буквой и ЩЕ. А ЦГМЕ что это значит? Нет, Нет точки. И дальше ДСОК. Все, вот он текст закончился, смысловая часть закончилась. ДСОК это что это значит? Д это значит тот, этот, сок и так далее. Щипто как переводится? Подробно. Подробно. А и Б как переводится? Это у нас тоже смысловой глагол здесь. Б что это такое? усилие, усердие.
Ship to be как теперь будет? Вот на русский это не очень хорошо переводится, не очень хорошо звучит. Ship to be, то есть подробно усердствуй. То есть усердствуй в подробном либо применении, либо в подробном изучении, либо обращая внимание на детали. Здесь можно и так, и так, и как угодно перевести. То есть он имеет в виду, что десок. Что такое десок? На это и так далее. Здесь вот надо перевести не то, а это. На это и так далее. То есть это вот предыдущие правила и так далее. Это все те предыдущие правила, которые мы с вами прошли. Вот на это и другие правила ship to be в изучении или в соблюдении этих правил ship to, то есть подробно усердствуй, то есть в подробном изучении или в подробном применении прикладывай усилия, старайся. Все, на этом текст закончился. Дальше идет колофон. Колофон, который написал автор, где он там говорит то-то, то-то, он тоже очень короткий. Я его сделаю домашним заданием, наверное. Там, по-моему, 6 строчек, если не ошибаюсь. Может быть, чуть больше. Я его заброшу тогда в группу, как домашку. И прочитаю там совсем чуть-чуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 строчек. 8 строчек, и на этом текст закончен. Все, мы с вами закончили. Легчайшим вам. Теоретически вот с этого места вы можете читать любой текст. И в принципе, ну может быть, за исключением каких-то грамматических моментов, в принципе, должно быть понятно все. Ну что же, я стираю. Все? Все, Сережа, можно камеру выключать. Сделаем сейчас посвящение заслуг.